идти. Вот, но я думаю, что можно начинать, а не, так сказать, подключаться к нашей игре. Ну, как вы помните, в начале года мы договаривались, что у нас 4 школы магистров игры. В течение этого года каждый представит, в общем-то, свое дело. Даже не видение, и не презентация слова не люблю. Вот, свое дело, то, чем они занимаются, покажут свою суть. Вот, значит, сегодня у нас выступает, не побоюсь этого слова, школа ВКЛ. Вот, господа Олег, вам слово. Дякую. Добрый вечер, шановні сябры. Вы видите, что... Несу под коллегу присяду. Татьяна Водолажская регулярно раз на год ладит путчи, перевороты в летучем университете. І ми завжди мусимо асенсовувати эту новую речаїстість. Шукать некие аргументы самооправдания. Ну, не самооправдания основания, а такого метафизичного самооправдания, разумеете. И вот как бы сегодняшнее наше споткание, это в рамках того дискурса, закладенное Татьяной. Но это не зусім и не столько презентация того, чем мы занимаемся на наших зустрічах у школе ВКЛ. Это такие больше, я бы сказал, позитивистские, может быть, прагматичные споткания. И вот на этом контрасте мы вирішили вас не ускладнять, например, разбором системы летозвичания, чем мы захоплены вот опошні 2 месяца только и занимаемся. А пропоновали вам такую форму зустрічі, яку ми назвали дискусії про спадщину. А гэта менавіта дискуссия про то, як мы ставимся до спадщины, что это наш хитрый подмурок, ці подстава оправдания любых наших кроков. Ну и такое финальное питание, чи завжди спадщина допомагає нашему развитию? Сколько их может быть, гэтых прочитаний спадщины? У нас сегодня 2 повноватостных выступы. Алексея Чубата и Олеся Петухова. Вот Алексей видел, коли подъехать. Вельми розные выступы. Я пропоную вам их воспринять серьезно. Ну и для початку я мушу зробити такую заставочку иллюстрацийную, яку я так вельми жорстко назвал «Разрытые могилы». И видите, что, сябры, я сапраўды почну з разрытых могил для початку, а потом перейти до, может быть, неких обагульных пытаний. Так, еще раз повесьте вам такую замалевочку з ліпеня пару год тому. Гэта Крэва, местечко Крэва, гістарычнай велічыні. На ўзроўні 16 стагоддзя гэта фантастычнае паселішча. Ось, бачыце, замак, Єрова гора, якая дамінуе. А мы мусілі былі знайсці падмуркі Мікольскай царквы, якая згарэла падчас Першай светлай войны. Видите, яна была драўляная, может быть, ничего выбитного по архитектуре. Но у нас стояли такие задачи
архітектурно-археалагічнага плана. Могу вам показать, як приблизно выглядае реконструкция этой церквы. Это такой стиль драўляного барока на уровне 16 стагоддзя. И вот мы мусили ускрыть просто гэты подмурки, периметр подмурка, только для того, как внести параметры этой церквы. И как бы трагично тем, что вот с 15 по 18 год линия фронта Першой світової війни поделяла местечко на две части. Кревский замок был на немецком боку, Микольская церква на российском. Ну и когда премьер Керенский вирішив змінити ситуацию на фронтах, ему вельми была потребна позитивная программа своего уряда. И он кинул у наступ российскую армию. На этом участке командовал как раз Деникин. Генерал Деникин, будущий как бы герой Белого руху. Двое суток российская артиллерия пляжила местечко Крыва. Это вот как бы початок этой артиллерийской подготовки. Ну и все, что осталось живое, было знищено. Ну, правда, это не помогло. Ну да, вы бачите аэрофотоздимок, як виглядала Крыва после этого наступа. Ну, речь в том, что российская армия была раскладена большевистской пропагандой, и российская армия как бы взяла местечко, раз двое суток его так и покинула. Але как бы наступства такие, что от местечка ничего не засталось. Так само, як и был зруйнованный замок. Так, а что оно? Ага, вот. Но, разумеете, моя миссия была знайти эту церкву. Эта степная церква вельми важно описала историю культуры нашего региона. Можно нават сказать, что одна из первых полиграфичных экспертиз в нашем крае отбылася у зв'язку з этой церквой, бо там в 17 стагоддзя был выявлен один из рукописов Флорентийской унии. Так магнатерия и святарство Великого княства Литовского зверталось до Папы Римского, до Сикста. И вось у ратуши Віленської робили эту экспертизу полиграфичного этого текста, привезено с Кревской церкви Святого Миколы. Мы сапраўды знайшли гэтыя подмурки. Ну, вось як па знешніх прыкметах, па каменях, якія раскіданыя на эту пагорку, мы вышли на этот периметр, мы цалком его ускрыли. Ну, лiterально вот 3 шурфы, якія мы заклали по кутах и посередине, мусили были дать нам такие померы для плана, для реконструкции. Вот что цікаво, зверніть увагу, вот, кажем, подмурок этой церкви был выкладены из могильных каменёў, взяты с каменных могилок ранейшего периода. Ну, тут кепска видать, там нават нанесены крыжи. Ну, разумеете, для меня, конечно, было узрушение. Это были уже конец степени початок жнівня, был таки вельми дождливый. Мы не планировали, мы про это не думали. Але вот так атрымалася, что мы вышли на пахаванне у самой церкви. Ну, как вас не загружать таким натурализмом, я бачу, даю такие вельми, ну, скажем, лагодные замалёўкі. У нас там было некалькі дзяўчын у нашей группе. Ну, мне пашыцца, что были хлопцы, якія ўжо прайшлі археалагічную практыку з гістфака. Вот. Дзяўчыны збеглі, каб павідалі хлопцы. Вот наше похование. Чем он там опынулся? Видите, был довольно молодой мужчина, ну, зубы в добром стане. Мы думаем, что до 35 год ему было. Это у параметрах церкви. Разумеете, как потрапить, да, как быть похованным у церкви, ну, махчима, это был фундатор. Может быть. И они вот так вот я спробую реконструировать. Похование. Да, мы можем подготовить. Чему? Бо, коли кто ведает,
такие были великие аферы финансовые у середины 17 столетия, связанные с Титом Ливием Баратини. Ну там миллионы, да, медных монет друковалось, как покрыть выдатки Речи Посполитой на войну. И вот над узором его похования были знайдены несколько монет, битых в Беростейском дворе, из этой монограммы Тита Ливия Баратини, таких именно называются баратинки. И мы робим виснову, що це поховання може датуватися першій полові, ну максимум середини 17 століття, може бути навіть першій полові все ж таки. Ну, что еще цікаво, вот человек, который лежал в этом поховании, вот он имел скрижованные руки, и инситу, ну это значит вот аутентично, як оно и выглядало с самого початку, там лежали гусики, поглядите. Видите, это вот как раз здымок подчас расчистки, медные гузики и их расположение, параметры, померы отлеглости поміж ними. Это все замирается, и возникает питание, чим был апрануты этот человек, это относно молодой мужчина. И что важно, как бы размещение вопратки, ну так бы сказать, вопратки, да? Кажется, что это был не святар, вот что очень важно, так? Это может быть они Версовый купец Кревский, альбо Версовый фундатор. Добре, не будем. Вот эти вот, я красиві замальовки вот этих гусиків, да? Вот як вони виглядають, как вам було більш зрозуміло, такі так звані грибоподобні. Вот тут ниточки просовуються, так? Їх було 6 штук, так? И что это может быть? Два варианта. Это мог быть легкий костюм жупана и ферзь. Так, вот это вот ферзь поверху, а вот жупан. Бачите, он таким с двумя шерогами зашпилен. Ну, это вот портрет Германа Деннерофа. Это как раз первая полова 17 столетия. Я там и взял этот малюнок, что он подобный на, ну, хронологично, или близкий до этого похования. Есть еще одна версия, вот чем мог быть опранутый этот человек. Еще так само один такий шляхетский узор, чамара. Да? Ну, в любом випадку, это все вопратка верхняя. Так? И он, повидно, лежал, максимум у труне, вот там сбоку и на версии мы нашли фрагменты таких подгнилых дошек. Все ж таки, максимум это была труна. Ну, чамара вельми вероятный претендент, але бачите, классичная чамара, и она має такие великие разнесенные отлеглости вот этих гузиков, так, по концах этого. Ну, як его мы назовем умовно, скажем. Давайте вельми умовно назовем пальто. Хотя, конечно, пальто и чамара это вельми разные мужчинские уборы. Так, тому я спиняюсь на версии жупана, по якой якраз могла накидываться ферзь. Сябры, видите, коли вот, пошли гэтыя знаходки, это пришлось все, повидно, с методикой вельми дыхтовно, вельми корректно зачищать. У меня на самой справе уже тады стоячы на краю гэтай могилы и народился гэты образ разрытой могилы. Моей мэтай не было знайсці гэтае пахаванне. Я вам скажу, надо призначить нават, кстати, технично, это мне нават перашкодзіла, бо это запаволіла, ну, наши працы. Мы же збираемся з'їжджать. Мы повинны были позначить подмурок гэтай уняцкай царквы. Нас абы чекали новые горизонты. Мы мусили были отдать несколько додатковых дзён гэтай находцы.
Уже потом я был здивлены, что параллели вот этой знаходки, нечаканой, непожиданной, я знайшов у Тараса Шевченки. Його є цілий вірш, він такий емоційний, агресивний, умовно скажем, нагод Переяславської унії, які таки називаються «Разрытая могила». И разрытая могила у Шевченки – это образ Украины. Ну, я не смогу вам прочитать с украинской фонетикой, но я просто финишные рядки его верша вам дам, и он на початку дає уступ до історії своєї нещасного краю. Ну, як це він описує. Там, ну, зрозуміло, антимосковські ноти, антисемітські, до речі, хочу вам сказати, да? То есть, вот, как так уявляти собі. Ну, там всі, хто новокольні вороги, і там він пише: на четверте розкопав на розрита могила. Чого вони там шукали? Це всі люди, які я вам раніше перелічував. Що там схоронили? Старі батьки, як би то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилися. Я восприняв этот образ могилы нашей и у Шевченка не как метафора, а как метонимию. Метафора – идея поводле подобенства. Да? Вот она ставит некий образ поводле подобенства. А метонимия – это замещение некого образа, некого сенса его часткой, например. У наших позабытых кутках Європи ще живуть здання. В Європі завжди були позабиті кутки, і здання жили в їх завжди. Гэта предметы памяти, і гэта захопление памятью. Так, можно сказать, что память владарить менавіта у позабытых кутках, у закрытых культурах и такой свідомості, якою змешивая провінційність, ностальгію, пресне з горким, атрымлюючи у виніку патоку патріотизму. Ну, и кого здивить любовь, замешанная на захоплении памятью. И имя – патриотизм закрытой культуры. Мертвяки не просто пригожие, они выбитные, они выдатные в межах такой культуры. У сучасних практиках, найперш України, а так само білоруської культури, тема могили по-ранейшему гучить на узроні основних культурних знаків. Мы проводим свои встречи, свои митинги на могилах, насыпаем курганы. Так формуется стратегия закрытого громадства у повній відповідності з культурної традиції, якою би вона не була, а проч одної – традиції переодолення самого себе. Одродження нації сприймається як апеляція до того, що вже не зрозуміло, або не зовсім зрозуміло. І найчастей в такой метонімії вступає могила поета. Это знак, який нам ніхто не показує і не може підлягати прочитанню. Ми обновляємо текст як мертвий, тому незрозумілу мову.
Я хотел бы запытаться, чи есть выбор на користь открытого громадства, громадства культура якого імкнеться наперед, а голоси продкам хутчэй здзіўляюцца будаўніцтву лабараторыі для нашчадкаў, чымсьці патрабуюць будаўніцтва музеяў для самих сябе. Я мяркую, што вялікія праблемы сучаснай украінскай культуры, а таксама сучаснай беларускай культуры – это антыперспектывізм. Мы, на жаль, вельмі мала гаворым пра перспектывы, а спрабуем знайсці апраўдання наших учынкаў і наших дзеянняў у мінуўшчыне. Ну, але, магчыма, я не маю рацыю, і таму у нас сёння ёсць два вельмі розных выступы, якія альбо падтрымаюць, альбо скарэктуюць мои уяўленні. Я маю гонор передать слово нашим сябрам. Алексей, вы будете что-нибудь показывать? Так, буду показывать и рассказывать. Супер. Тогда давайте, вы можете загружать свой файл, я вам потом разберите сами тут, так? Тогда я как бы отдаю нас всех в вашу ладу. У надійних руках. Ну вы же заявили, что у нас дискуссия. Тому вось... Ну, так менавіта. Так. Реально паўхвілінкі я... А дискусія буде строїться як три виступи, і вони якби дискутуються один з другим. Ну, меркавалося, що будуть виступи, потім може бути дискусії, чи ви маєте одразу що? Ні, я питаюся, як... Так, меркавалося, що ми зможемо меркувати наші тези після всіх трьох виступів. Безлітосно. Хвилин 20, так? Не 20, а куди вам треба? Можете 22? 22, а потім поглядим по ситуації. Ну, не зловживаючи. Представлюся, моє ім'я Алексій Чубат, я слухач школи ВКР, летучого університету. Ми вже практично год займаємося, як і ви, я сподіваюся. І мені, до речі, приємно бачити, що з різних школ люди прийшли, така у нас отримується міждисциплінарна зустріча і може отриматися міждисциплінарна дискусія. Я свій виступ назвав «Спадщина для будущини», тобто почитавши той текст, який був підрихтований до цієї дискусії, подумавши, я вирішив, що мені ось менавіта хочеться поговорити на цю тему «Спадщина для будущини». Я розповіду спочатку про те, як я бачу спадщину, для чого ми її використовуємо, для чого можемо використовувати. І потім на невеликому прикладі, зв'язаному з Литвою, я покажу, як працюють з будучиною і з минулим, і з будучиною, і з теперішнім, напевно, як працюють у Литві, мене так зі спадщиною ВКЛ. Ось. І потім зроблю невелику виснову, по якій ми зможемо подискутувати. Як ми ставимося до спадщини? Це було таке перше питання, винесене на цю дискусію. У нас на школе ВКЛ где-то примерно около 10 человек, 10 слухачів. Это люди абсолютно родные все. Кто-то науковец, кто-то цікавится историей сам по себе. Есть у нас и несколько экскурсоводов, людей, які, так скажем, практично уособляють веди про історію, працюючи з людьми в відкритому полі.
І ось нередко виникало питання у людей, хто працює з іншими людьми, хто займається екскурсіями, таке питання потребування, щоб нам розповідали історію так, як вона є, так, як вона є на правді. Тобто розповідали так, як її можна транслювати далі. Некую таку ідеальну картину історії. Ну і от ця ситуація так само створяє такий прецедент, що приходится справді розважати над спадщиною, що вона для нас. Я виділив 5 пунктів, 5 таких сфер, як ми у нашому житті, у нашому соціумі нашу спадщину сприймаємо, як ми її інтерпретуємо. Перше, що було характерно для 19-20 століття, і характерно, в принципі, ще для нашого століття, ми приймаємо минуле як є, приймаємо спадщину як є. Що я маю на увазі? Ну, ось дівчата, які танчуть, це без предмета етнографії, шерох людей старається обновляти костюми, співи так, як вони були. Лічачи, що менавіта таким чином треба транслювати і переносити спадщину у теперішній дальніший час. Тобто приймати минуле так, як воно є. Звісно, вельми тяжко у нашому часі все це реконструювати, як воно було, тому що час уже інший і один це не одновиш. Але от є група людей, суполка, коли брати етнографів, це ось такі костюми, коли брати істориків, історики роблять рицарські різні доспіхи, роблять реконструкції, так би мовити, узнаючи події. І таким чином приймають і показують минуле нам, ну і самим собі, як і не лічать, як воно було у свій час. Другий пункт праці зі спадщиною – це інтерпретування спадщини на потреби сьогоднішнього дня. Це вже такий більш серйозний виклик, на який люди спробують сказати. Ті, хто займається спадщиною, історією, актори цих процесів, вони все-таки стараються глядіти по меншій мірі з п'єдесталу сьогоднішнього дня на спадщину і зрозуміють все-таки, чим спадщина, як вона може бути включена у наш контекст. Тобто не переносите її такою, як вона була, на 100 і на 90%, а включають її у контекст з уліком того, які є потреби сьогоднішнього дня. Ну ось, наприклад, кілька таких прикладів, де чоловік стоїть на коленях, це у Ашмянах, значить, місцеві жихарі поставили такий спектакль про історію города. Тобто, несколько десятков жихаров репетовали и показали историю своего города. Там не было каких-то костюмов, там, таких театральных, не было таких серьезных постановок, а люди пережили историю, показали себе и іншим людям, як воно було, і таким чином зрозуміли ліпше своє життя. Ось справа – це співний сход, яким я займаюся. В цьому проєкті ми нашу спадщину допомагаємо людям прожити її зараз. Не погружаємо їх у контекст 200-годової давнини, а менавіта допомагаємо людям зрозуміти, як чути спадщину, але заставатися людьми 21-го століття. А принаймні це така праця на сьогоднішній день. Ну, ось ще один такий цікавий приклад. Автор Володимир Садовський написав книгу про Огинского у жанрі такого трилера, хоррора. Тобто він радикально відійшов від класичного вида Огинского, як він подається таким романтиком, і придумав історію, мастацьку історію, така якби мастацька інтерпретація того, чого не було, але от що, в принципі, авторське його мислення намалювало. Ну, тому так само такі
історії не можуть бути, не запотребовані сьогоднішнього читача і можуть бути більш цікаві, чим просто історія сама по собі. Інтерпретація для будущего. Ось це, на мой погляд, найбільш серйозний виклик, який є. Я не знайшов доброго такого прикладу, що такий малюнок для будущего. На мой погляд, ну я про це ще буду казати, в принципі, в основі я подойду до этого, що, на мой погляд, основний виклик, який є перед нами, це працювати з минулим так, з спадщиною так, і з історією так само, як це було важливо для нашого будущего. Тому, постійно утримувати в голові рамку будущего. Є ще два приклади, як значить, зі спадщиною ми можемо працювати. Це може бути у нас відновлення від спадщини, ну, в якому сенсі, особливо урочище кожного клубу інтелектуального, по якому було шмат дискусій. Ось можу назвати Алексеевич з невеликою натяжкою. Ну, вы видите эту историю, что она запрошає на свой клуб, запрошає и хочет запрошать в сторону русскомовных, русских, российских интеллектуалов. И таким чином отримлюється ніби такий відход, напевно, від нашої спадщини, відновлення і включення нас у речище спадщини російської. І ось, що на цей пункт, після першого інтелектуального клубу, що сказав Игорь Бабков, ну, это можете почитать, но суть такая, что коли российская интеллектуалка приехала у Минск, и она могла с таким же чином отчувать себе также и в Псковской, и в Смоленской области. Тобто, не шмат, я так зрозумів, я там не був, я думаю, що не шмат на цьому інтелектуальному клубі присвячалося менавіта белорусскому контексту. И так само пятый пункт, и он без приклада, это прибирание чужой спадщины до рук. Ну, это просто спробую поразложать, но я думаю, что такое так само мовчимо. Ось, значит, такие отримались сьогодні не такі ось 5 пунктів. І далі я хочу поразложати про інтерпретацію сьогоднішнього дня, яким чином війна відбувається у теперішній Литовській Республіці. Мы переходим до нашего кейсу Литва. Вот, будь ласка. Ну, ще документ. Ведаете вы, кому это помник? Так, это помник Вітовту, який стоїть у Ковна на одной з головних вулиць. Здимок гэтага лета. Ось. Такий ж самий помник був у Ковна у міжвоєнний період, паміж Першою і Другою світовими війнами. Як ви ведаєте, Литовська Республіка отримала незалежність у 18 році, і після цього вельми активно стала працювати з своєю історією, перетягуючи, ну, з пункту гледжання білорусів, спадщину ВКЛ на свой бок. І це вже тоді в міжвоєнний час почало виставлятися в ось таких помниках. Цей помник був, звісно, розбурений у совєтський час, але відновлений. І можна сказати, що у Литві самый популярный персонаж это, конечно, Вітовт. Коли сказати, що Вітовт і повсюль, це буде так. Є таке відчування. Ну, это Тракайский замок под Ковна. І він почав відновлятися ще у совєтські часи. І, як не дивно, менавіта совєтська влада виділяла на це сродки, підтримувала цю реставрацію, це відновлення. На мой погляд, це відбувалося по той причині, що після Другої світової війни у литовських лясах було шмат партизанів, і вони були не просто партизани по назві, вони стріляли, вони змагалися за незалежність Литви. Їх лічба була около 10 тисяч чоловік, і дійсно тільки до середини 50-х років минулого століття
советской уладзе удалося погасить очаги сопротивления апошние. И, на мой погляд, советы просто думали, займайтесь вы, литовцы, историей, культурой, обновляйте палацы, только не берите зброю в руки. И заплющивали в очи на то, что они обновляют свою историю. Литовцы, конечно, этим добре скористалися. Ось, коли ми будемо у палаці, ми так само там побачимо портрети Вітаўта, побачимо там ось такі кресла, уже, конечно, сучасные работы, але з виразаною погоней. До речі, з хвостом, який піднято вверх. Есть там полотны, конечно, збольшого увесь наратив сучасний литовський, він побудований на шляхетстві. Але є елементи і селянського життя минулого, то бок тое, як у нас наадварот. Ось, наприклад, пано зв'язане з селянським життям, але це, по сутності, одинкове пано. От у їх замість герба Мінська герб Мінської області позначений, що так само одразу робить критичне ставлення до їх, ну, по принципу, у гробізях таїться дьявол. Ну, ось тут ми спинимося, такий цікавий документ у нашому контексті. Це описання на русській мові одного з залів у Троцким замку. Тут написано таким чином, что в XVI веке в Великом Литовском княжестве, то ви бачите, вони працюють з мовою, так само вони не пишуть Велике княжество Литовське, тому що після цього одразу протягивается русское и жамойское, а переставляющие слово, и они не будут ставить кропку, что ось Великое Литовское княжество. И гэтай выраз, и он у них присутничает. Вот я был у трох музеях, у Троках, у вежи Гедемина и у Каунским замку, вот усюду написано именуется Великое Литовское княжество. Так само, коли зайти у тих же Троках, у кавярню, якая была заснована еще в 18 столетии, у кавярню Караимов, то мы бачим там такое визуальное оздобление. Вот это классичное оздобление туристичного места у Литве. Ось Вітаўт буде у нас, будуть інші князі литовські і погоня висить на стене. Так, тоже інший об'єкт. І там і мапи ще так само висять. Тобто вони поміщають туриста у контекст Великого княжества Литовського, як показуючи тим, що вони, по сутності, один з'являються переємці ВКЛ. Далі йде, значить, це обновленная школа межвоенная. Эта школа находится у этнографичного музея Подковна. Вот мы заходим в школу, белые стены, так само висит портрет Вітаўта. Я, до речі, не был в школе сучасной литовской, но я думаю, что там она мало отрознивается того, что было в межвоенный период. Висит карта той Литвы в школе. На карте есть такий цікавий город, як Королявичус. Ще скажу некалькі слов про його. Ось це так само у школі. Висять у школі портрети литовських національних героїв. Ну, то не тільки зв'язано з ВКЛ, но в цілому, коли наставник нічого не буде казати, а учень потрапить у школу і буде ходити регулярно, у його буде складываться особливая картина света, что Литва и ВКЛ – это одно и то, непрерывное целое. Теперь перейдем, будем хутко так идти, перейдем ось до таких цікавих книжек. Книжки, які називаються «Великая Литва». Это 3 тома, трехтомник називається «Великая Литва». І що ми бачимо на этих вокладках этих книжек? На першій вокладці це Мінський замок, Великая Литва.
на другой вукладцы гэта так. Ну, а на третьей вукладцы гэта украінскі. Да, аб'ект. Першых два тома прысвечаны беларускім мясцінам, беларускім палацам, а третий Украіне. Ну, как бы, там, толькі поўнач Украіны яны лічаць сваёй, таму напісалі сягоння эту кніжку. Ну, от, калі ласка, то бок гэта пра вулкавыскі падарожак, напісана, зроблены вельмі якасныя фоткі, спецыяльна фотограф прыязджаў, напісана на літоўскай мове. То бок яны, вот уся цяперашняя Беларусь у іх вельмі добра апісана ў іх сучасных кнігах, у іх сучасных шматтомных выданнях, як літоўскай тэрыторыі, скажем так, як тэрыторыя Украіны. Вось яшчэ адна кніжка, гэта сучасны гістарычны атлас для школ. Вось приласка тут всякие развяза, все як трэба, кніжка гэтага года таксама. Тут што цікава, што у гэтых атласах вельмі добра поліграфічна зробленых, яны паказваюць цэнтр, першую сталіцу ВКЛ, горад Кірнава, каля Вільні. То бок вот, что выделено темно-зеленым, так, это как бы ядро, откуль пошло ВКЛ, оно пошло с Кірнави, ну, зрозуміло, з Вільні. Другим этапом уже был Новогродок, Минск, Минскас, вось, ну и как бы это далее. Вот такая великое княжество Литовское. Я не стараюсь не критиковать, просто распавядаю, як яно ёсць, як падаецца гісторыя. Гэта кніжка аналагічная, трошки старейшая, ну просто можна прасачыць, што гэта, в принципе, такі падыход да працы ідзе, в принципе, давно. Вот, значит, «Малая Литва», энциклопедия Малой Литвы. Как вы думаете, что такое во уявлении литовцев Малая Литва? Клайпеда, але так само и Калининградская область. Так, ну, Пруссия. Да, да, то бок в нашей же мове так само Калининград мы называем Королявец. Вот, и у литовской мове Королявичус. Энциклопедия, значит, про Малую Литву, про Калининградскую область. А вот что тут меня особливо зацікавило, и это будет так само цікаво нашим хлопцам з Талаки Бай. І вони з самого початку пишуть, хто які зробив унески на видання цієї книжки. Ну, ось перший унесок 30 тисяч доларів, і далі вже почти більш дробні, 3 тисячі, по 1000 хтось дав. Ну, то був доволі велика, книжки становляться самими людьми так само. Так, ну это, в принципе, не так важно. Далее, значит, вертаемся до нашей основной презентации. Я расскажу вам про то, в этом кейсе, як Литва сегодня подає свою історію. І, на мой погляд, вона вибудовує її з потреб сьогоднішнього дня. Тобто їм потрібна національна культурна ідентичність. І нам вона так само потрібна. І ми так само зв'язуємо свою ідентичність тим ліку з Великим княжеством Литовським. І, на мой погляд, коли литовці будуть притримуватися такої позиції, то наш діалог для будущего, він буде вельми проблематичний. Тому, на мой погляд, ми повинні один одного включати у ВКЛ, з одної сторонки будущої, але цього не відбувається. Так, другу основу, яку я хочу зробити, другая основа така, що треба думати не про те, що як ми читаємо нашу спадщину, не про те, що ми бачимо, а як ми її пишемо. Тобто є перед нами певний матеріал,
Але ми, якби живі люди у теперішній час, по сутності ми пишемо історію і пишемо її для нашої будущини, для будущини нашої країни, нашого регіону. І ось коли, наприклад, ставить таке питання, что брать в будущем? Потому что история абсолютно разная, и советская история, недавняя история, вот з этих символов, з этих субъектов истории выбирать, можно взять обоих, можно взять. Коли мы возьмем Скорину, кто-то скажет, ну берите и Сталина, и Ленина, они так само были субъектами истории. Я думаю, что все-таки мы, решать нам, мы повинны выбирать, знову ж таки, для нашего будущего, кого мы хотим бачить в будущем. То не просто заховання спадщини, а для того, як нам жити з усім гэтым далі. На гэтым я скончу. Дякую за увагу. Дякую. Ваши вельмі асабістыя ураження від поїздки у Ковна, бо, наколькі я веду, у ліпені ви провели месяц у Ковні, вивчаючи литовську мову. І якби ви зрозуміли, так, чули, як литовці подають, сучасні литовці подають історію цієї держави слухачам на курсах литовської мови, які з'їхалися з усього світу, так? Ну так. Это я просто под выглядом обучения литовской мовы поехал в Литву поглядеть на их культурный контекст, як они працюють з історією ВКЛ. Справді, я показав на одним занятку мультик «Будьмо білорусами», там де про ВКЛ з перекладом на англійську мову. И у меня было такое ощущение, что они просто не зрозумели. Они просто не могут зрозуметь, что кто-то может чекати про ВКЛ. Бо настолько у них это сидить внутри, что они абсолютно не розглядають інші країни, інші народи, як махчимих спадкоємців історії ВКЛ. Так само мене вразило, було цікаво те, що у процесу вивчення мови, наприклад, так само включається історія. Там, коли, наприклад, ну, такі от, приклад приведу. Треба було писати на литовській мові скази. Ну, мовно кажучи, я там можу зараз перевелити, там, Єдемін, батька, кого, ці син кого-то. Ну, тобок... Альгерда, Ішсунус, Єдеміна, так? Ось, Альгерд, син, треба було просто працювати там з словами там, брат, батька, і для гэтага прапаноўвалася працаваць менавіта з гістарычнымі персанажамі. Не просто там са словамі, там, з імёнамі сучаснымі літоўскімі, а менавіта з гістарычнымі персанажамі, каб такім чынам яшчэ усім слухачам, а гэта былі людзі з усяго свету, і нават з США было 3 чалавекі, а з Беларусі быў 1 чалавек. Ну, ведаю, хто це був. Ведаю слухача. Каб яны гэта нават на такім матэрыяле запоминали. И так само могу сказать, что узровень ведаў гісторыі вкладчиков, якія не займаюцца гісторыяй, вельмі вялікі. То бок люди, вкладчики, навукоўцы, не гісторыкі могуць спакойна прыводзіць гістарычныя факты, сувязі роднасныя, якія, в принципе, складаны для нас запомніць, хто чий батька. Складано, так? Ясно. Добре. Олексій, дякую. Ну, може, Ліду, може, западаєш мені оперативне питання, так? Не дискусія, а це питання, так? Ні, у мене провокаційне питання, тому може... Ну, як, у вас карт-бланш, як ви пишете, коли ви необходимо зараз задати? Ну, я, собственно, пришел сюда, потому что мне было очень интересно, чем вы занимаетесь в своей школе, в которой, к сожалению, не хожу. Вот, и я воспринимал этот доклад как некую иллюстрацию того, что у вас там происходит. И вот у меня в связи с этим вопрос. Весь твой доклад был раскрытием тезиса, да, о том, как можно историю вписывать в современный контекст. Но у тебя был еще один тезис в самом конце, как можно присваивать чужую историю. Вот почему все это иллюстрация не к тому, как литовцы присваивают чужую историю? Можно докладить, я так само не до конца схотел сенс. Ну, мне кажется, что, в общем-то, суть того, что, о чем ты рассказывал, да,
как литовцы присваивают нашу историю. А я бы по-іншому сказал. Но ты подал это, как они вписывают историю в современный контекст. Не, я тут вспоминал, что Алексей показал, что может основать по соседству два сусвета. І їм, якби, гэта контракты, імкненне зразумець, як хто інший подає гэту ж історію, ім не патрэбна. Мы же існаваць за Ливана и задавальняться. Да. У него ж там были пункты, по яким, я так разумею, что он разважал, да, як можно описывать Он про второй пункт контекст. разважал. Ну, и Сергей и я, в принципе, так само отнесли до якого До второго пункта. На самом деле это пятый. Пятый пункт. Пятый. Да. Ну, я Не не... является ли это выражением вашей пораженческой установки? Вот. Сколько можно уже гнобить литовцев за то, что они не так написали свою историю? Да. Вельми, Наша. я вельми стриманий був якби у докладі. Ось об этом я і кажу. Да, і не критикував їх, тому що я лічу, що я не маю право так само на історію, що На свою башню історію Михаїл, да, я не маю права на свою інтерпретацію історії, і ми маємо на це право. Тут тяжко сказати, хто кому що присвоює. Ну, это в оголі п'ятий пункт я тут не розглядав. Нам здається, що якраз ти його розглядав. зараз. Полный тройняк. А Пошнів, Полностью ти показал Сам на нам, себя это как скрываешь. Ты присваивать. боишься Пятый пункт. Это был пятый пункт, то есть докладно Пошнев часто. Ну, литовцам же история ВКЛ не чужая. Нет, То есть литовцам наша история не чужая, ты хочешь сказать? История ВКЛ, она и литовская, и белорусская, и польская так само. Вот. А что тычется школы ВКЛ, я хочу сказать, что у нас там не только про историю. Мы, по сутности, занимаемся так само там социальным моделированием, или можно так сказать. Бок в неким сенсі вивчення історії і то, як нам з нею жити у будущем, це ну, так само своеособлівая філософія. І я, в принципі, ну, коли я пішов, наприклад, на цей курс, для мене было велике опасення, що це буде вельми сухо і про історію, і я думаю, може бути, варто попасти в школу методології, коли візьмете, звісно. Да. Але потім це опасення мені пройшло. Я бачу, що це може бути ну, так само цікаво, важно, зв'язано з інтерпретацією, і це зв'язано з тим, як ми мыслим, як мы разважаем, просто, может быть, с больше конкретными именами, назвами. Вот у меня еще вопрос. Вот есть 5 пунктов того, что можно сделать с историей. Там смириться, интерпретовать, отобрать у кого-то, там, отказаться. А вы вот какой пункт у себя на школе реализуете? Что вы делаете? Принимаете, интерпретируете, отказываетесь? Хоча ми так само на другому уровні знаходимося, ми якби інтерпретуємо історію, я думаю, з пункту гледження нашого якби, інтелектуального теперішнього багажа. Ось. Хоча особисто для мене, я такий перед собою ставлю виклик, вийти на третій уровень, інтерпретувати і розуміти її для будущего. А 5-й пункт совсем не цікавий. Отобрать у кого-то. П'ятий пункт я просто обозначу, але я якби, ну, не поспів глибоко про його подумати, скажімо так, об'єктивно привести приклад. Ну, вони можуть так ті інакше, вони можуть бути близькі одне до одного. Чому вам так подобається п'ятий пункт? Ви любите щось таке? Ну, меня скорее он подобается как некий парадокс, что ты, мне казалось, про него и рассказываешь, как вот у нас под носом нашу историю отбирают, а мы в это время ее интерпретуем под сегодняшний день. Ну, я бы додал, что то, что мы преподавали сегодня, ну, абсолютно незалежно, я думаю, это ну, то есть не той модус зустріч, який буває на школі ВКЛ, так что это не репрезентует наши регулярные встречи. Я думаю, тут провокация была лучшим, как бы, вот мы уже отходили год, и как бы, что мы можем выйти... А? И у кого вы что отобрали за это? Ну, коли гэта вас хвалюе, то давайте менавіта у такім ракурсе
і паставім гэтую праблему. Вот. Ну, я не думаю, Мы, конечно, попробуем. мы с вами поделимся. Да, ты. Может быть, тогда Алексей отпустим покушать. Не сомневайтесь. Алексей, дякую, ну я так розумію, що Максиму вам ще прийдеться вийти. Будь ласка. І Алісь, одруження від Алексея, репрезентує зовсім іншу тему, я би навіть сказав, дискурс. Це заходний русизм, а я так розумію, не сучасний квазі-заходний русизм. Так? Я могу и туди, якби звести. Ні, ну, але ви заявляли про классику. Почну, да, Про классику жанра. с початка, что называется. Да, про классику жанра. И что еще я вернул увагу, я вот перекладал для анонса, а я думаю, что вы не перекладаете, вы и пишете по-белорусски западный русизм, так? Это как бы вы подаете как термин, який не потребує перекладу. Ну, я почну, я подумаю, что тогда это... Ні, это просто, ну, я не роблю никакой залог, я просто закладняю для себя. Может быть, я неправильно зробив, что переклав этот термин. Что относно термина, тут ситуация у тым, что этот термин увел еще в 20-е годы один из премьер-министров Белорусской Народной Республики, ученый Александр Цвікевич, и он этот термин, ну, то есть он эту тему пропрацаваў, и термин без перекладу використовував у книзі. Хотя книга написана по-белорусски, але ось термин он взяв, можна сказати, аутентично. Так, що вам показывалось? Западнорусізм нарадзіўся фактычна ў досыць знакавым годзе, ў 1863 годзе, калі выбухнуло паўстанне і трэба было, ну, дзяржаве трэба было неяк адказваць, ну, рэагаваць на гэтую сітуацыю. Ну і ось аўтарам, скажем так, бачання гісторыі гэтых земляў было даверана зрабіць Михаилу Осиповичу Каяловичу. Справа, калі глядзець з вашых ракурсаў. Ён займаў пасаду на той час прафесара Санкт-Петербургской духовной академии. Ён быў выхадзец з сям'і уніяцкага святара, які нарадзіўся у Гарадзенскай губерніі на тэрыторыі сучаснага беларуска-польскага памежжа. І вельмі рана застаўся без бацькі, прайшоў усе вось гэтыя прыступкі кар'ерныя по духоўнаму ведомству, і ён выклаў гісторыю западнай Расіі, як ён гэта акрэсліў, праз прызму польскай экспансіі і рэлігійнага змагання, якое тады ще было досыць гарачае, гэта уніяцтва, каталіцтва і праваслаўе, все гэта трохкутнік, скажем так. І, ну, у базе яго канцэпцыі полягала на тым, што беларусы не маюць ніякай палітычнай і культурнай самастойнасці, таму яны павінны быць з Расіі. Гэта стрыжань яго поглядаў, ну, менавіта ад гэтага, скажем так, выбудоўваўся весь ягоны расповед. Гісторыя ВКЛ у гэтым мела адпаведную інтэрпрэтацыю. Найбольш балючай і самым, ну, двумя балючымі кропкамі гэтага змагання, скажем так, было две падзеі. Гэта Крэўская унія і пачатак каталіцкай экспансіі і подписание Российской унии. Значит, это две самых болючых падзеі, было, якіх ён успрымаў найбольш балючых. Менавіта ў гэтым ракурсе падаць на вся гісторыя, але я, напэўна, хацеў спыніцца на тым,
на прыродзе гэтага ідэалагічнага накірунку, яго лакалізацыі ў часе і прасторы і, ну, скажем так, прафесійным поле яго носьбітаў. І вось пра што я хацеў найбольш сказаць, вось, калі, каб мець уяўленне, што сабой уяўляў Каіловіч і з кім ён працаваў, ці чьи умы ён мог захапіць, трэба ведаць, што ў дарэвалюцыйнай Расіі сістэма адукацыі была, скажем так, мела некалькі каляін, якія не перакрыжоўваліся. Вось калі ты пайшоў, напрыклад, по лініі, вось, скажем так, духовнай, то ты толькі вышэй можаш паступаць толькі вось з учылішча ў семінарыю, акадэмію, то есть пераходаў амаль не існавала, ці чалавек вельмі шмат губляў і часу, і грошай. І тут трэба разумець, што вось ён працаваў у духовнай акадэміі, то есть установе, якая рыхтавала будучых выкладчыкаў духовных семінарый і учылішч. І вся яго школа фактычна была лакалізавана вакол святарскага асяроддзя і выкладчыкаў духовных семінарый праваслаўных. І большасць яго навукоўцаў, якія уваходзяць, ну, адмыслова адносяцца да гэтай школы, яны працавалі ў сістэме асветы духовнай. Былі такі некалькі выключэнняў. Гэта людзі, якія пайшлі по, скажем так, акадэмічнай ветцы, да, праз гімназію і класічны універсітэт. Гэта Антон Будзіловіч і Юфім Карскі. Ну, досыць вядомыя асобы, але яны паходзілі з духовнага саслов'я і не парывалі з ім такіх, скажем так, ментальных контактаў, ну, нейкіх культурных сувязяў. Ад таго яны вось захавалі вось гэты этос, скажем так. Калі браць, лакалізоўваць яе ў часе, то, ну, некаторыя сучасныя даследчыкі лічаць вартым, што найбольш уплывовай гэтая школа была ў 60-е, 80-е гады 19 стагоддзя. Ну, скажем так, менавіта на той глебе, што гісторыя Западнай Расіі ў той час у акадэмічных структурах яна была амаль не распрацавана. І, скажем так, вось, акадэмічная навука ўзяла рэванш толькі ў 90-е гады і пачатак 20-го стагоддзя. Калі з'явіліся працы Донар Запольскага, Івана Лапо і шмат іншых даследчыкаў, які, ну, прафесійна займаліся працай з метрыкай, з крыніцамі, археалогіяй. І вось менавіта ўжо ў той час гэта грамадска-палітычная і гістарычная навуковая школа перастала ўплываць на жыццё грамадства у той меры, якой яна дамінавала адразу пасля паўстання. І вось яскравы факт, які я вось пазначаў у выступе на школе у якасці кваліфікацыйнай працы, той факт, што падручнікі па гісторыі, якія існавалі ў тагачасных сярэдніх навучальных установах, у 90-х годах у Віленскай вучэбнай крузе дамінавалі напісаныя выпускніком менавіта акадэмічнай навукі, ну, акадэмічнага універсітэта, які з гэтай, ну, ментальнай планкай ніяк не звязаны. Калі у Каіловіча, ну, ракурс или імператыў галоўны вучыць як глядзець на гісторыю заходняга краю з маскоўскага вакна, скажем так, з вакна маскоўскага Кремля, то падручнікі Турцевіча 1890-х гадоў прапанавалі глядзець на рускую гісторыю, як яна тада выкладалася, як своеасаблівы такі канкурэнцыю праектаў Літоўскай Русі і Русі паўночна-ўсходняй. І каб гэтая гісторыя асвятлялася раўназначна і з аднолькавай паўнатой. Што характэрна, увесь гэты накірунак спрабаваў неяк рэанімавацца ў пачатку 20-го стагоддзя, калі выбухнула фактычна хваля патрыятызму, яке таксама было інспіравана дзяржавай, вось на глебе вось гэтага монархізму, скажем так, пачатку стагоддзя,
Але ён і заходнерусізм, і монархізм сканалі разам з Расійскай імперіяй. І толькі некаторыя, скажем, проблескі іх рэанімацыі існуюць зараз, але усур'ёзна не ўспрымаюцца. Ну, тое ж самае можна сказаць і пра сучасных неазаходнерусаў, якія зараз уже трохі сталі на слуху. Ну, напэўна, у мяне ўсё. Калі што будуць пытанні, то я адкажу. Тут я ліку пра сучасных. Ну, не все. Это, скажем так, схематично я позначу. Так я хотел удокладить, что так все это заходние русы 19 года, это все Поповичи. Пераважна. Потом-то і справа, што калі спрабавалі рэанімаваць заходні русізм, вось гэты, пачынаючы з 97-го года, што характэрна, то есть пасля прыходу до ўлады Лукашэнкі і ўсіх гэтых братэрстваў, скажем так, калі пачыналі сфармаваць спіс, хто адносіўся да заходнерусізма, туды напіхалі вельмі розных людзей, не заўжды падзяляючых ідэі Кайловіча, скажем так. Ты ж Іўдакім Раманаў, я сумняюся, што ён быў западнарусам, як яго зараз пытаюцца прачытваць. Тое ж самае з многімі іншымі дзеячамі, ну, выпускнікоў з акадэмічных устаноў, кшталту Сапунова, напрыклад, у Віцебску. Какарский. Вось про Карскую я уже сказал, что Будзіловіч і Карскі это скорей выняткі сярод акадэмічных вучоных, якія часткова, самае меншае, можна аднесці да заходнерусізму. Питання. Карський Яухім. Так. Ён для нас хто? Герой ці антигерой? Бо з одного боку ён Однозначное питание. западнорус, але з іншого боку ён признавав існування білоруського етноса. Дык хто ён для нас? Ну, в тым-то і справа, што адмыслова, ну, калі браць яго як навукоўца і тое, якую эфект яго працы зрабілі для беларусаў, то ён безумоўны герой. Але калі браць яго там грамадска-палітычную чыннасць і тое, у якіх праектах ён удзельнічаў, у тым ліку такіх апошніх эпігонах заходнерусізму, там нейкія арганізацыі, якія вось спраджаліся там у 16-17 годзе, то ён, безумоўна, героем для нас не будзе. То есть, ты глядзіш, якой ракурс яго жыцця мы будзем разглядаць. Ён, безумоўна, паходзіць з беларускіх земляў, і ён шмат сваёй гэтай капітальнай працы беларуса зрабіў для прэзентацыі беларусаў і беларускага нацыянальнага руху, што ён ёсць на самой рэчы. Ну, у меня вообще такое выражение, что это не парадоксально, Западная Русь, Заходняя Русь так само стоит для вытоков белорусского национального проекта. Я не веду, как вы, чи вы со мной погодитесь. Так, безумовно, написали, что вот этот край, ну, вы зразумеете русских людей, и они пришли сюда, особливо после повстания, они пришли в Польшу, ну а тут оказывается и уния, значит, вот Сходний, брат католицкой церкви, большесть насельництва. Ну, города переважно увогуле заселены євреями, значит, вот, інший пласт культури. Был реальный культурный шок. Россия ніколи з таким вот, такой палітрою не сутикалася. І вони починають засваювати цей край, цей регіон, і потім вони роблять для себе самооткриття, що это, оказывается, русский край, ну, русский, кстати, исторично, как историчная Русь, так? Вот эти традиции, скажем, Полоцкого князства. И они же придумывают литовисов. Вы что думаете, там, я не ведаю, Вітін користається здобытком там Кравцевича? Не, литовисов придумали нормально, заходнерусисты. Как сказать, что вот мы вот апеллируем до литвинской спадщины, так? Это писали люди по чешскому коле заходнерусизма. И они писали, что так, вот это белорусы, они безумовно частка русской культурной просторы цивилизационной. Але, и мы цитуем, мы ведем вот эту тезу. Але они пишут далее. Это вельми адметный край. Это вельми своеасаблівы край у рамках этой вот
русской цивилизации. Слухайте, так, когда подходят инструменталистки, мы при жадании можем тумблеры переключить. І сапраўды, от, Ні, насамрэч тут важне питання, наскільки я лічу. Треба Конечно, випрацювати важно. критерії, скажімо так, поділяючи які ідеї, чи які базові принципи, науковцям чи там громадським глядачам можна віднести до західноросійського. Ось чому моя ідея, напевно, я над цим буду ще працювати, випрацювати ось менавіта ось дефініцію? скажем так, ну не дефініцію, а набор признаків, по яких можна визначати менавіта західнорусів. Бо вельми, ось про що я казав, що у сучасності, коли цю школу стали виносити на світ Божий і пихати у наші сучасні подружки по історії, туди напихали у западноруси, і не тільки западнорусів, а і ліберальних істориків, і, скажем так, неких навіть російських консерваторів, скажем так, умовно кажучи. Да і західнорусизм, він, як той самий двуглавий орел був, хтось йшов, мав на меті догодити, скажем так, ідеологічній машині. Да? Таких людей було шмат, і Кайлович це акурат самий яскравий серед них. Але на виході некоторі західноруси були ближче до академізму, і вони критично сприймали усі ці установки ідеологічні. І серед таких прозвищ ось Дмитрий Карл називає, наприклад, Константина Харламповича і Платона Жуковича, які вже навіть критично до самого наративу Кайловича підходять. І тут треба ще порівнювати і не класифікувати їх всіх. Бо вельми шмат напихано, то есть, я скажу, лишить романов западнорусам, по формальних позиціях, бо там у назвах праці він пише, наприклад, Западна Росія, лишить його западнорусам не зовсім одмислово отримовується. Ну что ж, есть проблема. Бо Навошта їх класифікувати, вот эти там западные русы и не западные, ну ось, коли ви зробите эту працю, то що здариться? Фокус у тим, що ми будемо розуміти, наскільки ось ця школа локалізована, скажімо, наскільки вона мала вплив нейкий. Да? Тобто вона, коли це тільки ось Попович, і вони там у своєму колі нечто шушукаються, то це один масштаб. А другая справа, коли вони мали більш широкий вплив, не тільки у колі святаров, це можна казати про некий широкий громадський рух. Це різні масштаби з усіх. Да, ну, добре, я могу дать свой отказ. Просто есть проблема поширального и узкого визначення заходнерусизму. Потому что сапраўды так атрымалось, что мы сегодня заходнерусизмом называем ледзьве не все кірункі історыяграфіі, які писали про историю края на протягу, ну не початку, а скажем, от другой чверти 19 століття. І врешті-решт, самі історики забыталіся. Кого не можуть назвати? Писали на русской мове, у русских навучальных державных установах. Адначасова з гэтым пісаліся, і існавалі іншыя наратывы. На польской мове, наприклад. Питання тут навіть не в мовах. Я не могли писати і по-німецьку, і на інших славянських мовах, але заставатися западнорусами. Ні, ну на польську писав на початку 19 століття всі ті Даніловичі. Ну, гэта зусім не плыня заходнерусійская, але що на кого їх адносило? Нет, я і кажу, почекайте. Мова тут не маркер зусім. А які ще заходнерусійські крыніцы існують на інших мовах, окрім русского? Ну, тут калі браць, фокус у тым, што вось яны вельмі... Есть некий текст латине, а по российской мове? Нема, только там. Только яны казали. Мне падаецца это цалкам відавочным. Я ж не гісторык, я не ведаю крыніцаў, але ж здаецца Справа ў тым, што яны... рускамоўны дыскурс. Не, почекайте, я ось патлумачу трохи. Справа ў тым, што такой інтэлектуальны прастор Расійскай імперыі існавала фактически три бачення Росії. Да? Такая внутры, ну,
бачення, яке найбільше сприймалося внутрі імперії, влади в тому ліку, Росія як це наднаціональна, надконфесійна імперія, яка обдимає усі народи, там, конфесії, які існують на її території. Це такий продукт для внутрішнього споживання. На експорт, що називається, шла інша програма. Росія – це такой центр панславизма такой, да, то есть усіх балканських, там, западнославянських народів, вона так само включає у свій, скажімо так, рух. І третя ось програма, яка більше дотичиться цієї теми, це от ідея ось цього усходньославянського триєдинства, яка вписувалася у тим ліку ось цей наратив славянофільства, славянознавства. І отримується заходній русизм, це нечто таке перекрижування ось цього внутрішнього наратива, да, спробувати поміж випрацювати, погляд на це поміж експортним моделлю і моделлю для внутрішнього споживання. Не за устами. Питання ще було? У меня не питание, у меня дискуссия. Ну давайте. Так очень по-взрослому. Ну, все-таки это школа ВКЛ. Верно? Это не школа западно-русизма. Масштаб воспринятия этой проблемы, другое, как мы поширили погляд на это все. Мы об этом Чим питання? это дискуссия, а не питание. Ні, ну я розумію, а Это у чим? возражение. Об этом кажут звон. Приехал Габр Пинтер, папский нунций, и казал, кто мы. И казал так же, как казали эти люди. Это, когда мы пошираем масштаб воспринятия ВКЛ, то то, что отбылось с западно-русизмом, это спроба заховать нашу спадщину. В этом слове головное не русизм, а заходнее. Вот так заховывается. Чому так відбулося? Тому що, ну, видимо, розуміли, що захопила інша держава, зробила нас колонією, колоніалізм другого типу. Это коли не багаття вивозяться, а експлуатуються люди, які тут живуть. Тому у нас у центрі Мінська тракторний Мінський автозавод. І ми єдина колонія Російської імперії, яка повставала супроть Росії 3 рази. Тадеуш Костюшка, 831 год, и повстание Костюся Калиновского. И до чего привели эти повстания? До знищения, до шляхту высылали, знищали, лишали маемости. И это знищение нации. И тому, как заховать все это, осень объявили нас заходнее Руси. Как заховать все, что тут осталось. Это спроба заховать социум. Заховать его от тотального знищения, тотальной русификации. И они таким чином защитили. Ну это вот, ну да, это вроде бы как бы Русь, вроде как бы, ну западная, там особый край. Наша задача с ВКЛ – это возвращение, отказ от того, что там было, и возвращение к нашему слову. Это не могила и не пристосование, это подмура. Вот мы в школе ВКЛ глядим, подмура для нашей сучасности. Приклад, административный подел. Но я вижу, что той подел, який був у ті годи, у часи ВКЛ, а потім він розповсюджувався на часи Речі Посполитої. Повітовий подел. Это то, что нам сегодня потребно. И есть такие планы от областного отделения отказаться, от районного отказаться, вернуться к повитову. Грошовая система. Ну, какой у нас рубль? У нас рода рубля не было. У нас был талер. И лежат уже эти талеры отпечатаны. Теперь погоня стала историко-культурной ценностью. Вуцлавский фест зробили историко-культурной ценностью. Зробили крестный ход тела Христова католики вдоль проспекта Незалежности. И когда на площадь центральную упали на колени 15 тысяч человек молиться, у водителей, какие мимо проезжали, челюсти подвисали.
это способ захования вот нашей спадщины, нашей сутности белорусской. Мой доклад не зовсім суперечить, це все хоче до докладу Алексея. Это Я доклад бы вот сказал. суперечить. Видите, что на вот этом контрасте западнорусизма университетского 19 столетия. А здесь дальше Вильгельм Стиплер сказал, он только позначил на подручники, какие у Вильнюсской окружья выходят до конца 19 столетия. И когда вы поравняете западнорусские подручники конца 19 столетия с советскими подручниками истории БССР, повоенными, вы будете настолько здивлены, насколько подручники БССР замшелые в поравнании западнорусизмов. Я это и кажу. Можно Да. еще одну ремарку? Нет, я не скончил. Я буквально одну дробь. Что фокус у тем, что подручники Турцевича переводовались, вытримали 13 перевиданий. Ну, а Пиццедарского Не 25, и он с кожного отрывал гонорар. Не, там у Обецедарского у якости подручника и он перевыдавался 11 раз. И 13 як учебной допоможет. Ну, гонорар платили. Ну, это уже інша справа, а формат інший. До речі, я бы хотел сказать, это вот в образ запущенный Владимиром Орловым, а на самой справе я такую еретичную речь формулирую, что в контексте советского ладу, конечно, Обецедарский человек заслуженный. Вот вы разумеете, что у повоенной Беларуси, ну, это до конца не можем станцевать. В принципе, не был предмет истории БССР. Ну, в принципе, разумеете, то есть была история СССР, ну, а Дурарту, там все нормально, а БССР не было. И, конечно же, Обецедарский сформировал концепт белорусской советской истории. Так? Ну, и это в образ, коли, я не веду, так это ці не так было, коли Орлов провел годину у сапсаваным лифте в головном корпусе БДУ, размовляючи з Обецедарским, після этого не мог как бы, и бачить його. Ну, магчыма, это легенда, яку Орлов придумал, а може так оно и было, бо я ведаю по размову з вучнями Обецедарского, что был незносный человек в особистом плане. Але он был заслуженный для белорусской, советской историографии. И вот ты, западнорусисты 19 столетия, про які намались так стипла, ну, познавши их, это люди, безумовно, были идеализованы, а они имели академичный бэкграунд. В отрізні от вот этой шушеры, яка сьогодні якби претендує на заходнерусизм. Так? Что они зняли стяги заходнерусизма. А на самой справе они в значной степени пустышки. Просто коли вы возьмете их публикации и нормально, с пункту зрения критично, так, историографии крыниц подойдете. Ну, все це опирається у питання якості університетської едукації, сучасної і тогочасної. Ну, магчыма, я боюсь не Ні, ну, передусім. Я не думаю, что только в этом... Там праця, по-перше, з учебними планами, з можливістю вандровок за межу професійних. Плюс випускник університету, який розмірковувався у працю у системі народної освіти, він мав по тих часах небывалий заробок в порівнянні з звичайними людьми, 1000 рублей, русских рублей дореволюційних на год. Не, спитать, это для початку. Старшинников, супрацовников под такие заробки? Это цікаво все. Это реально, коли человек, ось той же, як він там Довгяла, Романов, сидели у Вільні, займались наукой, коли був заробок 4000 революційних рублей, и он мог свободно себе и дом купить, и надел земли, и все, что захочет, и ездить куда за угодно. І от доброго життя він займався наукою, а не виживав, як там зараз це відбувається. Есть реплики еще? Владимир? Я не разумею, про что вы говорите. Ні, ну я розумію кожний кавалочок і кожну звісточку, яку ви там висовуєте у спречці. Про що ви сперечаєтеся, да, і куди ви схиляєтеся, я не розумію. Можно я, не знаю, насколько я буду уместен сейчас. Я бы хотел вернуться все-таки
Спасибо. К общей теме, да, дискуссии. Вот, я к вопросу о западнорусизме, кстати, ну, опять же, зависит, на мой взгляд, все равно так или иначе от отношения к наследию. То есть, что мы, собственно говоря, делаем с наследием? Вот, поскольку, ну, если мы не можем просто взять и, скажем, отказаться от западно-русского нарратива, да, ну, то есть в любом случае это имеет отношение к нашей истории, да, поэтому таким образом мы его должны как-то осваивать. А осваивать мы можем его, естественно, в соответствии с этим отношением, которое мы практикуем. Да. Я просто, может быть, на каком-то примере поясню. Я, честно говоря, давно вопросами методологии истории не интересовался, но вот помню, в частности, эту работу Ницше о пользе и вреде истории для жизни, если вы ее помните. Да? Вот, там он говорит о трех типах отношения к истории. Он говорит о так называемом монументальном отношении, он говорит об антикварном отношении и о критическом отношении. Ну и я просто в качестве примера, да, не факт, что мы это, значит, должны использовать или как-то. Монументальное отношение к истории таково, что там как раз мы ищем, собственно, вот этих героев, которым мы хотим подражать, и работает схема просто переноса, как бы, значит, неких исторических образов в актуальное наше современное пространство. Вот. И когда Алексей вот спрашивает, значит, а кто там Каилович или о ком там шла речь, я не помню. Нет, о ком, Концевич, да, он там герой или нет. Да? Это вот вопрос с точки да, вопрос с точки зрения как раз монументального отношения к истории. Да? Но я так понимаю, что западнорусизм, он в эту схему не вписывается, да? То есть вот такого отношения монументального. Да? Вот. Если мы говорим, опять же, об антикварном отношении к истории, то здесь мы тогда должны искать как раз именно то, на основе чего культивируется вот это вот, извините за банальность, любовь к родине. Да, то есть это вот как раз, собственно, к этому, к нашему пространству. Да, и понятно, что западнорусизм тут тоже не подходит. Ну, то есть это не те образы, которые, в общем-то, должны использоваться для того, чтобы, значит, культивировать патриотизм или, собственно, вот эту как раз привязку к месту, да, к некоему уютному, из которого там мы происходим, где мы там живем и так далее. Вот. А остается, соответственно, третье отношение, критическое. Это как раз отношение целиком интерпретативное. И в этом смысле, ну, Чубат правильно поставил проблему насчет того, что мы должны, в общем-то, понять, как мы можем использовать вот эту интерпретацию исторического материала в отношении будущего. Вот. А в этом смысле, значит, опять же, мы просто должны найти место этому западнорусизму. Ну, во всяком случае, опять же, то есть возвращаемся, да, к тому, вот, о чем Олесь говорил, да, насчет того, что, ну, в каком он отношении там оказывается, опять же, для конструирования нашей истории продуктивен, а в каком нет. Да? Вот. А для этого, естественно, мы должны, опять же, определяться тоже с направленностью, значит, а что мы, собственно говоря, конструируем, да, что мы создаем. Да? То есть это, как этот исторический материал может быть вписан в тот же белорусский национальный проект или в каком-то другом направлении, да, условно говоря. А здесь мы, естественно, как бы от идеологической ангажированности не уйдем никуда. Вот. Поэтому, ради бога, пусть будет западнорусизм, но он должен быть прописан как бы с точки зрения соответствующей интерпретации. Ну, вся проблема в том, что они претендуют на звание второго варианта белорусского национального нарратива. Есть прописание... Нет, мы это отбрасываем сразу. Шушеру отбрасываем сразу. Нет, я имею в виду статус этот. То есть другой статус просто придаем. Да? Ну, але давлея, ну, ті присутнічає дискус, який заклав Ластовський. Він видав спеціальну книжку, і такі трохи на гумористичному, з гумористичної інтерпретації показав заходній русизм, наскільки він не стосується, ну, вже з той Білорусі, яку він мав вже на початок 20-го століття. Потому что уже вовсю реализовывался, ну не вовсю, реализовывался белорусский национальный проект. Ну и відповідно цілком негативні коннотації засталися. Ну і інше прочитання, що якби ми тільки на цьому тримаємося. Так? Я не могу зрозуміти ввогуле, що відбувається у школі ВК. Ви лічите Каиловича істориком?
Я вось не лічу акурат. Хаця везде ён десь не названне беларускага гісторыка, Ну і добра, блін, Кайлович не гісторик, тады хто ён? царкоўны гісторык. Нет, блин, Попович там, это без разницы. Что он робить, у чым професійная справа Кайловича? Вось, добра. Файнае пытанне. Справа ў тым, што тое, што ён пісаў, гэта была ідэалагічны прадукт, напісаны на замову ўрада, каб нешта супрацьпадставіць польскім паўстанцам 1863 года. Ну, нормально, резонно, а? Ну, ідеологічний цінаватом Ну, да. Прычым па тагачасным інтэлектуальным багажы акадэмічнай навукі гэта быў пазапрошлы век. Добра, а вы зараз что робите в школе ВКЛ? Ну, зараз З чим ви працюєте у школі ВКЛ? Кайлович з чим працював, коли він не гісторик? ми працюємо. Ми границями спрацюємо, В собственно. даному випадку ми Ви з криницями працюєте? Ні, ви ніхто супроть Кайловича. І супроть заходньоросійського. Бо ви, блін, робите не ту працю, яку вони роблять. Коли люди, есть некая Беларусь, Кайлович думал Беларусь, и створал певные наративы. Наратив стварається певною професійною працею. І разом з гэтым наративом існують там наратив 2, наратив 3, там різні наративи. Усі вони так чи інакше формулюють мифологию Беларуси. Что это такое? Беларуси, белорусов там и так далее. Да? Ну, например, скажем, коли белорусы, это не шляхетская нация, про что казал Чудо, да? Шляхту прибрали себе, ну, переважно, літургісу. І вони створили героичную, шляхетскую, магнатскую историю Литвы. Да? А кто такие белорусы? И як створались это самое наративы белорусской нации? Селяне, пригонные, чи не пригонные, а подпорядкованные. То одним панам, то другим панам. Их одни захопливали, другие захопливали. И они только это самое, хотели там себе людьми зваться. Да? Коли тут есть только селяне, в разных империях и в разных гэтых, да, какая классовая борьба? Классовая борьба перетворяется в национальную борьбу, религийную и так далее. И в разных нарративах, в антологии того, что мы лечим Белоруссию, белорусами, задается по-разному и створяет тем самым подставы для идентичности, самопоразумения там, и так далее. И кольки вы не корпаетесь с крыницами, кольки вы не погружаетесь в крыницы, поглубляетесь в них, кольки вы фактиков и так далее не вышукиваете, наративы будут вызначать, як белорусы будут думать про себя. И сегодня, коли ВКЛ, школа ВКЛ, про что мы казали в Летучем университете, створаючи гэта, да? Школа ВКЛ повинна працаваць вот с гэтымі наратывамі. Гісторыкі хай сабе на лістфаку вучацца, навучаюцца. А каб працаваць прафесійна з гэтымі рэчамі, трэба і выходзіць на іх і разважаць пра Кайловича, як пра Кайловича. Пра таго ж Васлоўскага ці Цвікевіча, пра тое, што яны рабілі. А яны стваралі ідэалагічныя наратывы. Праз гэта ідэалагічныя наратывы не тэарэтычныя прычым, квазі-тэарэтычныя, да? Якія выдаюцца за тэорію. Выдаюцца за тэорію, а тэорія стварае онтологію, ці нават онтыку, ці тое, што мы самі пра сябе думаем. Да? І таму, калі Алесь распавядае пра літоўскі міф, да? Літоўскі міф гістарычны, это что, историки писали? Ну, соромно было б людям зваться историками, когда потрапили в историчную кампанию, да? Когда они выдавали за историчную працу тое, что присутничає у тих музеях, які цитуєш, і так далі. Нічого історичного там нема. Там є наратив певний,
ці нават міф, які видається за гэты наратыў. Але ж людзі ўспрымаюць сябе не ў адпаведнасці з тым, што гісторыкі кажуць пра факты, якія яны знайшлі, а ў адпаведнасці з гэтым міфам. Ну, у нас была дискуссия на школе. Сегодня, сейчас, Олеся, сегодня с мифом, миф не выдать за нарратив идеологичный. Мифология змянилась на іншыя способы вось гэтай наратыўнай працы. І калі мы сегодня кажем, нам не трэба адбіраць у літурысаў іх гісторыю, але ж ёсць такая частка значная нашей спадщины, нашей минувшчины, такая является огульной. Да? И эту огульную спадщину треба подавать не мифологично, не там еще что-то, да, и треба реконструировать по крыницах, по знаходках историчных, а лишь стварать отповедный нарратив, что она огульная спадщина. Да? Все белорусы сегодня займаются або професійных гісторыкаў у нас уже трохи меней, чым у літувісаў, але ж уже ёсць, да? Уже ёсць чым паспрачацца як аргументы, да? Гісторыкі даюць аргументы, але ж спрэчкі паміж наратывамі ідуць не ў гістарычнай прадметнасці. І таму я не разумею, калі вы пачынаеце спрачацца, да? Ведаючы абодвы там факты, і напэўна лепш за мяне. Я просто, не просто напэўна лепш, а дакладна лепш за мяне. А просто кажу, што яны не маюць дачынення да змагання наратываў ці там вайны культураў, калі хочаце уже яшчэ больш. Головная проблема у нас самих, власне кажучи, то, що у нас свайго бачення ВКЛ амаль нема. Ну, конечно, не стварыць яго на падставе гістарычных фактаў. А я уже не беру вось гэту нейкую інтэгральную гісторыю ВКЛ, там агульную спадчыну. Нам до гэтага далёка, у нас няма нават уласнай візіі ВКЛ. Ну чему же нема? У нас достатково. Да ну бросьте вы! Мне здається, у нас на державному узроўні... У нас есть некалькі наратываў, мне здаецца. За прыватным даследчыцкім узроўні можа быць. Хтось там аўтарскія версіі. На дзяржаўным, конечно, немає. Давайте хоць апішам іх, да? Бо калі, напрыклад, там сёння мы пачынаем разглядаць гісторыю, капацца ў фактах там і так далей, без агульнага бачення, без фармулёўкі падыходнасці. Мы і фактаў-то не заўважым, ці просто не звернем увагу на факты неабходныя нам. З аднаго боку, з другого боку, ні адным фактам не абвергнуць наратывы. Наратывы абвергаюцца не фактамі. Ну, ці патрэбен уже такі факт, напрыклад, да, што, скажем, Вітаўт быў жыдом. Знайшлі там это самое, да, ну и нечто такое, да, ну глупство. Таких фактов там у истории нема. А Палімонаў придумляць, ці там яшчэ штосьці такое, ну пакінем гэта сярэднявечным стваральнікам наратыву. Мы павінны стварыць свой беларускі наратыў. Для того, каб разобрацца з тымі ж заходнерусістамі, да, западнорусістамі, якія стваралі свой. І вы правильно подкрэслілі. Я их нават не распрымаю сур'ёзна. Не, ну а я спрымаю сур'ёзна. Вы мне подаете... Сучасны маю на увазі. Не, сучасныя, яны ўжо карыстаюцца гэтым наратывам, каб дуріць галаву і займацца ўжо працай гуманітарнымі тэхналогіямі. Яны ідэнтычнасці ствараюць людзям. Подменяют. Яны робяць сваю працу, таму для іх ставіцца трэба вельмі сур'ёзна. Але ж я кажу пра іншае, да? Каб зразумець наратыў заходнерусістаў, трэба адвярнуцца ад гісторыі Беларусі і паглядзець, як у той самы час Расійская імперія перапісвала гісторыю каўказскіх народаў. Што яны рабілі з армянскай, грузінскай гісторыяй, як яны стваралі штучна конфликт паміж грузинами и армянами. Это рабілі таксама. Што яны рабілі в этом сэнсе з варяжскай історыі? Навошта ім патрэбна была варяжская історыя і навошта усе гэтыя наратывы ствараліся таксама, без усялякіх гістарычных фактаў. Трохі раней за заходні русізм. Але ж і параўнаць, чаму варяжская гісторыя стваралася ў 18 стагоддзі,
да? А Заходняй Русі паўстаў у 19 стагоддзі. Як гэта звязана, напрыклад, з паводзінамі акраін? Украінская сітуацыя, да, дзе ствараюцца універсітэты, і беларуская сітуацыя, дзе зачыняюцца універсітэты. Да? Калі украінская гісторыяграфія, ці вот эта наратыўная штука, да, яна стваралася разам, расейцамі і украінцамі адначасова, да, і была агульная спадчына Кіеўскай Русі. А вось немагчыма было дапусціць, каб тут на месцы ствараліся свае наратывы. Чаму гэтая палітычная раскладка тады прывяла да таго, што духоўныя семінарыі задавалі бачанне расійскай усей гэтай імперіі, да, і яе асобных рэгіёнаў і акраінаў. Навошта было русіфікаваць Варшаўскі універсітэт, напрыклад? Дербскі быў нямецкі універсітэт. Позднее его начали уже... Это уже совсем поздно, да? А вот на 19 столетие это немецкий университет, а Варшавский треба было русификовать. Навошта гэта рабілася, чаму і так далее. Потым можна падняць просто творцоў наратыву паэтычных, бо паэзія таксама это робіць, да? Калі Тютчев у сваіх гэтых вершах, да, падае Константинов град, як тыя самыя літувісы і каралевец, навошта гэта робіцца, чаму гэта робіцца такім чынам, як па-рознаму гэта робіцца, а адносна розных рэгіёнаў, да, і што агульнага ў гэтым ёсць. І толькі адвярнуўшыся ад непасрэдна беларускай літоўскай сітуацыі, зазірнуўшы на гістарыяграфічную наратыўную вось гэтую працу расійскіх гісторыкаў пачатку 19 стагоддзя ці першай паловы 19 стагоддзя, да, мы ўбачым, што яны рабілі. І тады параўнаем з сітуацыяй толькі пачатку пабудовы імперіі ў 18 стагоддзі і ўжо, так скажем, росквіту імперіі пры Николае I. Калі Каялович рабіў свае уже... Скажите, Владимир Владимирович, як вы лічыце, калі мы маем апавяданне на гістарычную тэматыку, ці азначае гэта, што за 50 гадоў да напісання апавядання быў створаны навуковы артыкул? Ці абавязкова? Не абавязкова. Ці абавязкова вось это вот? Наратывы ствараюцца на супольную працу навукоўцаў, мастакоў, ці вось, пісьменнікаў, да? Паэтаў, дыпламатаў і так далей. Камусьці штосьці патрэбна заўсёды. Каб напісаць артыкул квазігістарычны, аповесць ці апавяданне, да? Напрыклад, квазігістарычнае, трэба штосьці прачытаць дзесьці. Конечно, і таму дзесьці было штосьці, але ж тое, што меў на ўвазе, напрыклад, гісторык, які апісаў пэўны факт, ці там пэўную з'яву, і пісьменнік, які пераасэнсоўвае, это зусім могуць быць незвязаныя рэчы. Мы ж разглядалі гэта ў сваёй кніжцы пра перапісванне гісторыі, да? Імкнуліся вось на гэта звярнуць увагу. Мы разумеем, напрыклад, што сёння праца з ідэнтычнасцямі беларускай без беларускага наратыву, уласнага наратыву, не скажонага расейскага, літувійскага, польскага, там ці якогасьці яшчэ, да? Уласнага беларускага наратыву немагчыма без мастацкай літаратуры. Бо ўжо завяршальныя этапы ідэнтыфікацыі, ідэнтычнасці, яны робяцца мастацкай літаратурай. А гісторыкі толькі падмурак для гэта даюць і легітымнасць забяспечваюць. Тому трэба вельмі добра усведамляць сціпласць гэтай гістарычнай пазіцыі, да? Але ж, калі вы ўключаецеся ў працу большую, трэба разумець уклад, складнікі, якія сыходзяць з розных другіх пазіцый. І ні ў якім выпадку балбатню Каяловича сур'ёзную, да, не ўспрымаць за працу гісторыка. Гэта іншая праца, яна патрабуе іншых інструментаў, яна мае іншыя мэты. Я бы нават сказал, что уже и мастацкая литература не ее ядром наратыва, а некие, может быть, визуальные практики. Пагажуся, да. Чаму барацьба з помнікамі, знесенне помнікаў сёння, да? Бо манументальная гісторыя, да? Калі ўжо вось гэты раздзел падымаць нічыянскі.
без надання гістарычным з'явам, падзеям манументальнасці вы не паўплываеце на свядомасць. Значыць, не зробіце нічога з ідэнтычнасцю. А значыць, вам няма з чым працаваць у крытычным стаўленні да гісторыі. Сябры, ці мае хто еще рэплікі? Я вот, да, по выражению лица Олега Горновича я понял, что как бы это Олег чувствует, что его Шли куда-то не туда. Да, заниматься чем-то таким, чем он не готов и вообще не хочет Не, ну он ты казав. Ні, я не так формулюю, тому що на самой справі, як вам сказати, ну, я разумею, Владимир вельми выразно размежевал миф и нарратив. Вот это, я боюсь, моя позиция по разумению. Ну, не выразно, окей, да, не так выразно. Ляп Да, да, на да, дошку да, просто як роздивився. Нарративом, в принципе, мы и занимаемся. Ну, створением нарратива, так? Я думаю, так. Потому что, ну, я ж пишу потиху историю Беларуси, и газетные версии регулярно выходят у нашей Ниве. Написать перший том уже в наступном году, скажем. Я, А тут это праца з популяризацией звука. ну, это я называю не популяризацией, я Нет, называю по факту синтез. это и есть популяризация. Нет, вот тут глядите, какая штука. Да? У чым заковыка? Что популяризация истории займаецца гісторик. Сам, да? Ён мае на гэта право. Я гісторик. Я могу гэтым займацца. Чым займаецца Тарас ці Тарасов, например? Да? Не популяризация. Дзяржинский там и так далее. Это не популяризация. Но у них свой нарратив тогда. Да. Это миты. Это не зовсім нарратив. Ну, хутчэй міф. Да. Міф. А сучасным Да, і да, так далее. хутчэй. Чим займаецца Орлов? Ён займаецца нават не папулярызацыяй, ён займаецца прапагандай. Ну, у нашым сэнсе добрай прапагандай, да, якаснай візуальнымі гэтымі сродкамі. Таму і яго кніжкі ўсе з карцінкамі. Не, ну калі возьмем яго мастацкія там творы, то там асобная штука, ну, літаратурная. Ну, книжки купляются добро, Ну, скажем. кніжкі купляюцца добра, і вось гэтая праца, яна прапаганда. Цалкам ідзе прапаганда. Візуальнымі сродкамі. І гэта нармальна і добра. Каб ёй займацца, это якасна, трэба ведаць гісторыю. Але ж не трэба быць гісторыкам. Іншая праца, іншыя прафесійныя здольнасці патрэбныя у гэтым сэнсе. Да? Таму, далей, калі вы вывучаеце гісторыю, ну, вы вывучаеце не гісторыю, ВКР вывучаеце, скажем, да? Вось у летучым універсітэце. Яго можна вывучаць з гісторыкамі, можна з наратыўшчыкамі, так бы мовіць, да? Ну, нема адпаведнай назвы там позіцыі. Можна з мастакамі. Ну, просто мастакам ж таксама трэба ведаць. І ім то трэба чымсьці натхняцца. Чым яны могуць натхняцца? Ну, гістарычнымі сведчаннямі там, да. Реконструкторы новой категории з'явилися у нас. Реконструкторы, гульні там розныя. Дизайнеры, экскурсоводы. Шмат хто можа вывучаць ВКР, да? Добра, а што мы робім, калі мы навучаем іх? Вот калісьці мы это самое казалі, скажем, складаючы праграму менеджераў адукацыі. Ну, патрэбна логіка менеджерам адукацыі. Ну, менеджерам патрэбна логіка. Трэба не пашкодзіць, да? Мы запрашаем, хто у нас лепшы логік? Там кажуць, ось такі прафесор. Запрашаем яго выкладаць, і ён пачынае выкладаць, і мы яго выганяем. Бо ён выкладае логіку як логіка. А нам патрэбна, каб логіку выкладалі менеджерам. Тую самую логіку, але ж не трэба рашаць шматлікія задачкі, там выпісваць усе гэтыя дробязі і так далей. Яны павінны мець трохі іншае уяўленне пра матэматыку. Все інжынеры вывучаюць матэматыку. Але ж яны ж вывучаюць матэматыку не так, як матэматыкі. І таму, і тут і гісторыя. Калі мы вось маем такую, скажем, практычна арыентаваную публіку, кожны па-свойму. То гісторыя выкладаецца не як гісторыкам, будучым гісторыкам, з якіх трэба зрабіць гісторыю. Спачатку я казаў, а давай, Олег, дыпламатаў будем рыхтаваць. Бо вось пра тое, што казаў Чуба, гэта спрэчныя моманты нашай спадчыны. И он уже вывез, да, едет шпионом, полно там. Это правильный Культурный шпион. Да, правильный заход в этом напрямку. А что потребны дипломаты? Дипломаты.
Не, коли он кажет, поглядите, это самое, да, что за дипломатия такая. Коли послухать чубы-то, ну, можно прокрутить на видео, да, это слово не дипломата. Это слово покрывдженого белоруса. Такие кажут, ну, холера, блин, говорит, нас обокрали. Исторично, да. Это вот все там... Сведчення. Визнав казак. Да, и так домовиться и поделить спадщину не отрымается. Это не дипломатичный заход. Они худшие там будут обороняться тогда. Для мене так само питання таке відкрите, яке я хочу винести. Нам працювати з історією ВКЛ, створити історичний наратив з великою цікавості литовців, нам їх втягувати у свою діяльність. Спочатку свої хоча б Ці нам будувати палац і потім змагатися. У нас есть свой амбассадор историчный в Литве, да, Рустис Калунтавичус. Гоноровый консул. Гоноровый консул, да, и он завсёды подкресливает, что литовская историография, методология литовской истории побудована неправильно, бо яна, игноруя то, что, ну, все то, про что мы говорим, скажем, да. И он привозит литовицам, показывая там книжку Крауцевича, например, Пугається. где они кажут, да блин, не максимум читать, это все там вкуснятам и так далее. Почакайте. Да, почакайте. И вы начиная расповедать не историкам этой речи. Да? Ну, кажуть, где короновали Миндова, да? То есть, кажу, в Кернове той самой проектуют, да? Ну, кажу, а на что Кернова, коли там Новоград повинен быть по всей логике, да? Хоть там не заховалося чогось, ну шукаємо. І він утягує білоруський наратив у літовську історію. І робить це по власній ініціативі, як сумленний історик. Сумленний історик, ну і сумленний громадянин Литви. Я думаю, тут сполучаються ці речі. Да? А ми що робимо? Ось навіть Крауцевича не порівняти з позицією Рустиса Калунтавичуса. Бо Крауцевич, ну, боєць, і він відвоює. Ну, напевно, треба відвоювати, адже дипломатія базується не на цьому. Да? Далі, поглядіть, литовці видали 3 книжки. Велика Литва. Да? Вона, справді, Велика Литва була у тих межах, як вони книжкою це окреслили. І картинки там були відповідні на вокладці. Да? Новоградок, Мир, Подорожск, там Каменец Волынский, Подольский. Там, да, это самое. Все это была Великая Литва, Калисти. Да? Добро. А скажите, Биржайские Радзивиллы, это белорусская спадщина? Безумовно. А чому? У нас нема, наприклад, там, ну не ведаю, меморіальної дошки. Чому ми там не відзначаємо свято, наприклад, в унії з Швецією? Там, ну, чому біржі, да, не втягнуті у нашу історію? Ось я не Новоградок, так чи інакше втягують і вимушено втягують. А ми біржі віддали. Ну тільки що до Вільні наші руки дотягують. Та і то не повсюди. Ну да, і то не повсюди. Але я розумію, що нас вельми мало. Коли порівняти кількість професійних істориків маленької Жамойці сьогоднішньої, Литви, і кількість професійних істориків, які працюють у Білорусі, да, окажеться, що в Білорусі їх менше. В абсолютній кількості. А значить, у процентному тим самим порівнянні ще менше. Да? Тому ми поки до біржі не дотягуємося. Тому я не біржа, а не біржа. Ну, до Мельникова мы то не дотягиваем. Не, ну был один проект, где биржи, а не биржа, все-таки я хотел бы коллеги докладить, был феноменальный один проект, как раз на бирже конструирования. Добре, а палац Тишкевича у Паланзе? Энциклопедия ВКЛ. И там повинен быть знак. Энциклопедия ВКЛ дала все эти объекты биржи, и это был, в принципе, для литовцев это был шок, что з'явилась такая книжка. И они отримали грант от МЗС, створить как бы литовский отказ. И не смогли по вынику. Да, сябры, я бачу 2 руки навод, да? Ой, 3. Коли ласка, тогда еще раз. Игорь, да, я мне просто первый раз не дали договорить.
Передал слово Дерновичу. Да? И мы покидаем, да? Я не знаю, ну, конечно, Владимир Владимирович Дерновича напугал, наверное, да? Вот. И я в смысле, что... Я, ну, опять же, ну, в конечном итоге, да, может быть, речь идет о создании неких там идеологических нарративов, да? Вполне определенным образом направленных. Но я думаю, что они не только идеологические. Да, да, это Вот, так я вот тоже хотел уточнить. Да, с этим Они вопросом. несколько разные. И Я думаю, синтетические даже. Если попытаться, да, если попытаться, как это, не знаю, как это назвать, но может быть скорее речь идет, потому что я с историками работал, как это, сам-то я не историк, понятно, не имею представления, как это происходит, ну в смысле не имею такого детального представления, но в целом некое имею. Вот. Все-таки историки, конечно, они, то, что они производят, это некие, я бы так сказал, рабочие гипотезы. Да? Их много, этих рабочих гипотез, они на определенном уровне производятся, вот, и иногда как бы существенным там историческим неким таким достижением или ну, там, достижением историка является просто там замена слова, например, одного в некой фразе. Да? Вот у меня значит, был старший коллега, который знаете, при Советах были такие статьи там о неудачах Красной Армии там, в первые там, недели войны или там, месяцы, да? Там, что-то такое. Да? Вот. Значит, он долго-долго сражался за то, чтобы вместо слова «неудача» использовать слово «поражение». Да? Вот. А соответственно, понятно, что в советский дискурс это слово не могло быть никак имплантировано, да? Но когда вот уже некоторое время прошло, да, тогда уже статья с таким названием да, могла пройти. Там, о причинах поражения Красной Армии и так далее. Вот. Поэтому ясно, что это на уровне рабочих гипотез. Да. Вообще, меня, честно говоря, если говорить о том, что вот хотелось бы в идеале, да, в каком-то, есть же вообще на Западе, и, кстати говоря, и в России есть работы, которые отстроены не только хорошо исторически, и с точки зрения подачи, там, скажем, некой рабочей гипотезы, но и концептуально хорошо отстроены, в том числе и с точки зрения как бы, методологического и философского материала, который там присутствует. Ну, то есть были персонажи наподобие там, Мишеля Фуко, который сидел в архивах и копал историю психушек и тюрем, да, а в итоге как бы выдал некую концепцию, да, которая теперь всеми используется. Да. Вот. Ну, я к примеру говорю. Историк, по-моему, да, тоже на такую работу способен. Да. Вот. В этом смысле, ну, с одной стороны, да, надо множить эти рабочие гипотезы, да, с другой стороны, вот, правильно Владимир Владимирович говорит, надо, в общем-то, сообщаться или сотрудничать действительно и с теми, кто создает мифы, и с теми, кто создает концепции. По крайней мере, на нашем пространстве я такого рода работ не встречал, да, когда бы продуктивно была работа выполнена с историческим материалом, скажем, там, и имела бы некое, предположим, социально-философское значение. А такие работы на Западе есть, а у нас их нету. Ну вот я пытался... То есть я сталкиваюсь с чем? Я да, пытался сейчас, такие извините, вещи делать, да. про культурные катастрофы, Да, например. договорю, Мне да. кажется, я там схему социально такую вот культурную предлагал. Все это, конечно, такая задача очень сложная, да, потому что, там, у нас как обычно, да, то есть историк это историк, филолог это филолог, там, философ это философ, да, и так далее. А все давно говорят об этих междисциплинарных связях, но у нас ничего подобного не происходит на нашем пространстве. Я сейчас столкнулся, значит, опять же, уже практически, не об историках идет речь, а о филологах. Да? Я, значит, у меня нет белорусского образования, я прошу прощения, никакого, да, ни белорусскомовного, ни вообще белорусского. Да? Вот. Я не знаю белорусской истории, там белорусский язык плохо знаю, да, и так далее. Вот. Я прочитал, значит, роман Касько, не роман, извините, повесть, да? Повесть Касько, вот эта, которая входит в школьную программу, «Суд у Слободе». Да? И там я совершенно четко обнаруживаю там парадокс свидетеля, который в западной философской литературе прописан. Ну, то есть даже структурно, как бы, все, что происходит там с субъектом, да, ни один филолог вообще про это ничего не написал. Вот. Ты говоришь, математики обсуждают. Соответственно, да, типа не того, философы даже. Ну, то есть, структурно все прописано очень четко, то есть, вообще, вплоть до того, что там структура конституирования субъекта, да, вот этого парадокса, она прописана.
Это ты хотел договорить? Как да? это ни странно. Нет. У нас тема школа Я рассказываю, чем надо заниматься, Олег. Мы знаем, чем надо заниматься. Только нам не дают слов. А вы маете... Вы тогда не слушаете. Вы не конкретное слово. Я не конкретно. Не особенно затягиваете. Не затягивай. Нет, я просто... Ну вот о чем ты нам рассказываешь? Ну вот о чем? Я еще не Ну о договорил. чем? Ну это до бесконечно. Я не договорил. Так до бесконечно. А, Игорь не договорил-то, да? А, не договорил? Ну договори, я еще послушаю. Я рассказываю о том, что надо исторический материал соединять с концепциями, в том числе и с социально-философскими, да, если надо, с художественными, если надо еще с какими-то. А это такая задача, она очень тяжело осуществима. Я просто да. могу Но это не невозможно. сказать, что існує на самой справе несколько ярусов историчных праць. И, разумеете, и есть в том лику проблем подмурка. Вот. Ну, не совсем удалый приклад был за этими терминами. Поражение альбо неудачи. Але, в принципе, да, вот приходится на подмурковом уровне, ну, это же чисто профессийная сфера, так? Вот приходится над этим працевать. А дальше, ну что ж, я только за. Владимир, вы маете слово, так? Не-не-не. Нет. Да, это еще и вам повинен выступать. Это же школа ВК, мы ее презентуем. Сюда он приводит к нам сюда на сиденье историков. Вот те, кто пишет, они, ты говоришь концепцию, приходит к нам историк. Ну это пишет со своей книжкой. Приходит один Лисичков и рассказывает про униатский святород. Хорошо. Ну вот маленький отрезок времени, там 200 человек, вот он их описал. Вот что такое белорусский историк. Мы его спрашиваем, подождите-ка, ну было что-то до униатских святоров, и куда они делись, тоже что-то произошло. И именно Лисичкин Он говорит, все за это меня это не волнует, это, говорит, публицистика. Так подождите, вы историю пишете для себя или для публики, для белорусов? Он скажет, ну есть там такая Морозова. Действительно, в Гродно есть Морозова, которая пишет, что такое уния, как религиозное течение, какое она имеет значение для нашего социума, как она формирует нацию, и кто к чертовой матери ее уничтожил, и с какими жертвами, и что мы потеряли. Так какая нам нужна история? Вот который вот узенько для себя в стол написал? Или Морозов, который говорит, что пришла какая-то орда, уничтожила. И вот наша задача в школе ВКЛ, вот и это вот формировать на основе этого подмурка, фундамента сегодняшнюю нацию, белорусов, у которых формируется не история, а историческая память. А приехал Габр Пинтер, папский нунций, и говорит, высокородная нация про нас. Вот на школе ВКЛ формируется элита этой высокородной нации, то есть державоносной нации. Ну, я бы сказал, что книжки так само треба уметь читать. Мы того и запрошали Лисичкова. Ки, да, написал свой компендиум, таки на першем наближении кто-нибудь не чувствуется, да, так появляется вельми непостирская праца. А он створил такую пропаграфичную працу. Ведь есть биографичный метод, когда мы доследуем особые персонали из их вот некие обогульные концепции. А он написал коллективную биографию. И он проанализовал, вот напротив всего існування унії на наших землях, хто складав, як трапляли, як вучились, як выживали вот эти униатские святары. Ну, значит, не до конца удался этот с Лисичковым досвід, так? Да, все-таки. Пані Галина якраз була, і була в захопленні нашої зустрічі. Вот. Іван, Да. має слово, він хоче тут все зараз Конечно. перекреслить. Просто, ну, мне лично больше запало это выступление Алексея вот, с его вопросом, как именно следует подходить к спадщине. И это, на мой взгляд, перекликается с постколониальной теорией Бабкова, которая сейчас идет. Кто-нибудь ходит на этот курс, кроме меня? Мы все ходим туда. Окей. То есть вот, Алексей говорит, вот у нас есть там несколько выборов. Вот есть там прошлое, спадщина, да, вот есть там будущее, там, есть настоящее, будущее. Он задает такой вопрос, вот мы вот эту историю, да, там, мы должны как формировать, то есть тягать что-то из прошлого туда,
или же, скажем, отвечать на вызовы настоящего. То есть настоящее как бы посылает вызовы, да, и мы должны отправляться в прошлое и что-то оттуда выносить. Либо мы должны заглянуть в будущее и уже из потребы этого будущего отправляться в прошлое и потом первый, второй, третий вариант. Ну, четвертый вариант — это отмовление. Но ты как-то не очень удачно привел пример Алексеевич, которая, в принципе, она очень похожа, как, ну, если трактовать, она отправляется в чужую спадщину, русской интеллигенции, и оттуда черпает. Ну и там третье — это как-то украсть у кого-то. Да. То есть, ну, как будто тут есть что-то, что можно украсть. Там, да, там. Ну, это больше для разваги, пятый пункт. Ну, да, но тем не менее ты очень ярко проиллюстрировал. На примере литургической схемы. Да, то есть, но вот почему я вспомнил антиколониальную, вернее, постколониальную теорию Попова, в том, что он говорит, что, вот этот экран на самом деле, он достался нам из прошлого. То есть, этот субъект сформирован тем нарративом, в котором он жил. То есть, грубо говоря, тут был нарратив какой-то, который и привел к тому, как ты вообще отсюда смотришь в прошлое. И тогда, опять же, пользуясь вот этим постколониальным курсом, то, Бабков говорит, первое, это надо провести деконструкцию вот этих там колониальных нарративов, в которых мы оказались. И он там говорит, что есть два нарратива, которые борются. Это первое, понятно, российский, но есть еще и западный нарратив, который более совершенный даже, поскольку если мы российскому можем противоставить, что мы там русские со знаком качества, там, или мы вообще-то тут в центре Европы, мы почти европейцы, то западному нарративу нам практически нечего противопоставить. И мы растворяемся в глобальном контексте. Соответственно, первое — это деконструкция существующих нарративов, а второе — это конструирование самого себя, самой идентичности, из которой вообще можно было бы конструировать собственную и историю, и идентичность, и строить планы на будущее. Это я вот так прочитываю те полкурса Бабкова, которые я успел слушать на этот момент. И мне кажется, это выглядит как ответ на твой вопрос, как вообще можно из будущего осуществлять спадщину. Потому что невозможно, ответ вроде бы простой, надо строить планы на будущее. Но если строить планы на будущее, исходя из доставшегося тебе идентичности, той, которая сформированной кем-то другим, то и планы будут строго зеркальные. Так давайте попробуем говорить зеркально. Нас ведь в России никто не ждет, правда? Мы ж люди Запада, Европы, да? Просто живем на востоке Европы, а в России нас никто не ждет. Чего мы туда щемимся? Это риторический вопрос, я туда не щемлюсь. Нет, я говорю про зеркальность. Когда советские люди, описанные, живущие сегодня, но описанные Алексеевич, да, говорят про Европу, нас в Европе никто не ждет. Вот мы должны говорить обратные зеркальные вещи. По большому счету нас нигде никто не ждет. Да мы сами себя не ждем. Я думаю, что это заблуждение. А зачем, чтобы нас кто-то ждал? Вы сами Слухайте, я издеваюсь. С удивлением обнаружил, что мы подходим до 9 годину. Наколькі нашого запалу еще хопить на колькі годин працы, ці мы робим вымышленный перепынок на ночь. В общем-то, у нас для рефлексии мы так график выстраивали, что для рефлексии у нас еще в январе отведено специальное занятие. 17 января у нас, в общем-то, по плану...
В летучем университете. Кстати, В семинар, но это уже университетском інший семинар. Нет, но это будет другой семинар, который Ну, будет інший, да, заниматься именно подведением какой-то рефлексии того, что случилось сегодня. А кто будет рефлексовать? Все мы? Все. Ну что ж, Хто має? я... Ну да, бо сябры, видите, так, сегодня по 200 выники, я думаю, Ні, сьогодні вже не практично не Я мовчу. хотів би ще питання таке, задати огульне питання, може бути, питання буде певним підведенням виників. Есть такая историчная проблема у нас и у литовцев, где похован Миндовк. Вот нам бы хотелось, как он был похован под Новогрудком, а литовцам хотелось, как он был похован под Кернавой. И у меня питание возникает, як нам шукати отказ ось на це історичне питання? Ці нам треба шукати криниці все-таки, ці вже ведаючи то, що ми зараз ведаємо, Лютовці прокопали Кернаву, Хотя вот такой скрипнул, уже, значит, нет, так сябры, это вот тому, я и пошел сегодня за разрытой могилой. Этим закончим. Видите, а Алексей так шикарно заканчивает, потому что вот этот культ виктимности, пошуку героичности и ахвярной героичности, и могил, на которые поклоняться, ну, вот він якби, да, нас тримає одним таким певним культурним кшталті. Так, і задає, ну, Я думаю, що Відповідно, дальше- питання це якраз до того, про що Іван казав, да? Що коли там сформований набор питань, що нам обов'язково треба ведати, де він там похований, каб ведаць куди кветкі несці, так? Гэта сфармавана, ну, якби, пэўным ну наратывам. абсолютно, да. І, Так. а гэта можа быць ввогуле, ну, якби, мы можам не мець адказа на гэтага пытання і спакойна жыць чамусьці. Что ж, сябры, тады давайте поддержим наших сегодняшних выступовцев. Дякую за ваше дело. Дякую.